Ну что, мы продолжаем. У нас в гостях чемпион России и Европы по фехтованию, призер мира Тимур Хаматшин и бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Никит Нагаев. Ребята, доброе утро! Здравствуйте, Лилия. Слушайте, яркие представители фехтования Республики Башкортостан в нашей студии. Это значит, что мы будем говорить именно об этом виде спорта. Если быть точнее, мы прямо сейчас хотим обратиться к деткам, к родителям, которые воспитывают детей с особенностями здоровья. Вы можете приобщить свое чадо, своего любимого ребенка к этому классному виду спорта, к фехтованию, потому что, ну что, вы набираете детские группы? Да, все верно. Мы пришли сегодня на прямой эфир сказать то, что у нас идет набор детей с ограниченными возможностями, и посредством спорта мы хотим их реабилитировать, социализировать и вообще дать шанс, билет в жизнь, в яркую, в интересную. Поэтому мы сегодня Спортивную у вас... жизнь. Спортивную жизнь, да. Но мы говорим о детях с ограниченными возможностями здоровья, но тем не менее ограничения у вас тоже есть. Вы приглашаете в основном кого? Мы приглашаем всех, у кого они есть. Да, но степень их может быть очень сильно отличаться. То есть человек может быть и на инвалидном кресле передвигаться, также и это ампутанты, это дети с ДЦП и со всеми возможными там дальнейшими заболеваниями. Мы говорим о детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Да. Все верно, да. Именно о детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вот на данный момент желающих заниматься, тренироваться, постигать азы фехтования вообще много среди подрастающего поколения в вашем случае? В нашем случае, к сожалению, немного. Есть индивидуальные, как сказать, дети, которые стремятся, которые приходят. Все усложняется тем, что родителям приходится их возить. И из-за таких вот ограничений сложность того, что кто-то зацепится и кто-то будет на регулярной основе работать, невысокая. Поэтому то, что дети нужны, чтобы группу сформировать, чтобы с ними работать. В общем, чем больше их будет, тем лучше. Слушайте, вы сами титулованные спортсмены, чемпионы всего, чего только можно было достичь. Тимур Алаберса поедет на следующую Олимпиаду, привезет. Раз вы сказали, Лиля, то уже это неизбежно. Так и будет, да. Никита уже... Ой, Никита, можно я медаль? Просто обожаю держать олимпийские медали в руках. Паралимпиада в Токио. Бронза у Никиты. Вот такая вот медаль. И, собственно, если говорить, почему именно дети с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами в опорно-двигательном аппарате, важно упомянуть, что вы сами... Я сам пришел из здорового фехтования вообще. Да. То есть я начинал с детства заниматься фехтованием, но череда травм, операций поставили на профессиональной карьере крест. И... Думали, вы поставили крест? Да. Но на самом деле все не так. Да, тут, как говорится, судьба сложилась так, что мне предоставился второй шанс, просто подаренный судьбой, я так считаю, реализовать весь свой потенциал, годы упорных тренировок именно в паралимпийском фехтовании. И вот они, годы упорных тренировок. Сейчас я держу в руках, у меня прям это мурашки по коже. Тимур, а у вас история какая? У меня история побанальней. Нет такой красивой истории. Я просто в молодости был горячий, красивый, перспективный. И немножко, как сказать, позволял себе лишнего. Я, в общем, на мотоцикле разбился ночью, сломал позвоночник. И с этого периода моя жизнь перевернулась. И вообще я не знал, чем я буду заниматься и как. И мне казалось, что на жизни, так сказать, поставлен крест, и остальное я просто просуществую. Но слава Аллаху, Богу, кому можно сказать, то, что в Башкирии открыли такой вид спорта, как паралимпийский. Евгений Иванович Емельянов у истоков этого он организовал, он создал вместе с тренером Арсланом Фарид Ивановичем. Я пришел к ним, мне изначально вообще не нравилось.
честно скажу, фехтование такой вид спорта. Меня все побеждали, я это ужасно чувствую вообще. Но, как я говорил, я был красив, молод и никогда не привык проигрывать. В общем, я не бросил, остался. С прошествием временем пришли победы, попал в основной состав сборной России, международные выезды, соревнования, адреналин, и я снова почувствовал себя как-то рулем мотоцикла. Важным, нужным, классным. Да, Слушайте, да, у вас да. абсолютно разные истории. Соответственно, Никит, вы из какого возраста в фехтовании? Я где-то с 10 лет. С 10, Да. с 10 лет, Тимур, а вы? Я с 25, ну, как сказать. То есть с 25 лет, начав заниматься новым видом спорта, до этого у вас была спортивная подготовка? Не. А еще и спортивной подготовки не было? Нет, я был сельский парень вообще, очень И так простой. сильный, и так сильный. Аниш. И то есть в 25 лет можно начать заниматься фехтованием и стать чемпионом России, Европы, призером Да, мира. При должном отношении, да. При должном отношении. Ну, упорство. Конечно. Упорство и труд все сделать. Ежедневные тренировки. Но, как вы мне успели сказать за эфиром, для того, чтобы заниматься фехтованием, как раз фехтованием на колясках, да, правильно ведь я говорю? Да, да. От 10 лет, вот прям вот желательно от 10 лет. Это, Да, вот, примерно тот возраст, когда Никит начал, но у вас было фехтование. Да, но это не показательство вот того, что в дальнейшем у вас очень хорошо будет получаться. Конечно, чем раньше вы придете, чем раньше начнете заниматься, тем шансов, то, что будет раньше получаться, больше, да. Но это совершенно не как правило. Можно и в 20 лет прийти и при должном отношении наработать те приемы, то есть тот уровень, с которым уже можно выезжать на российские соревнования, на международные, и показывать результаты. Слушайте, ну это круто. Мы приглашаем детей от 10 до... Да, это желательный цензор возрастной, это 10-20 лет. Ну, как бы 20 лет уже ребенком нельзя назвать, но все-таки это особенные детки, и поэтому у них психика чуть попозже формируется. Будем рассматривать все варианты, даже если это будет 8-летний ребенок, пока мы его не будем прямо к фехтованию, но посредством игр, каких-то развивающих таких передвижений, просто вовлечем в это дело, а дальше больше уже дадим в руки рапиры и скажем: кали людей. Потому что сейчас мы тренируемся на базе Римы Баталовой, Акбердиновой, да, и там просто все условия. Ну, там классно, Да, это реально то есть новый это классный зал, центр. все оборудование есть, коллектив прекрасный. Также там есть бассейн, куда можно ходить, посещать его. То есть в любом случае вы от этого ничего не проигрываете. Я вообще считаю, что после одни плюсы. Олимпиады, Паралимпиады в Токио, интерес к фехтованию, он прям усилился у всех практически. Давайте обозначим, вот с вашей точки зрения, фехтование чем полезно? Фехтованием полезно тем, что вот были детки, которые приходили к нам, и я так скептически относился, думаю, зачем? Ну, не получится. Но потом я свое мнение кардинально поменял, потому что видел то, что фехтование развивает мелкую моторику, они начинают лучше ходить, социализируются, и вот дети с ДЦП становятся более координированными. И как бы это идет им на пользу, как в мелкой моторике, так и просто в хождении. И еще я хотел добавить то, что вот после Олимпийских игр, после Паралимпийских есть звонки, есть желающие прийти в фехтование, но возраст у людей уже сознательный, они уже своим умом думают, да, им надо заниматься. Но им 30, 35, Что 30, поздно, что ли? 37 лет. Но будем честны, да, для больших результатов мы-то хотим из этих деток воспитать в будущем чемпионов, которые останутся за нас, защищать Которые будут честь привозить, республики. я уже убрала медаль, но я еще раз достану, которые будут привозить медали в республику Башкортостан, как это сделал Никита, вот буквально недавно. Первое в истории. Да, это первая история. Первая в истории Башкортостана. Да, фехтование. Господи, у меня весь эфир, просто мурашки по коже. Мы приглашаем детей с особенностями здоровья. Мы сейчас говорим про проблемы опорно-двигательного аппарата. Для занятий фехтованием куда обращаться? Кому звонить, писать, что, где, как? На мой сотовый телефон или в директ. Можно будет как-то в редакции оставить. Да, мы сейчас... Ну, если хотите, чтобы невесты звонили, мы можем прямо сейчас номер телефона. давайте все. Говорите, Тимур, говорите. Вот эта камера для вас. 8 927 34 3 8 00.
Звоните в любое время суток. Тимур Хаматшин, ищите в соцсетях, пишите в директ. Я всем отвечу, всех приглашаем. А дальше жизнь уже нас куда-то выведет. 100%. Классные тренеры будут у ваших детей. Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Это супер идея. Все это, самое главное, бесплатно. Да, С этого нужно было начать, но я закончу, подчеркнув 2 раза. Бесплатно. Вам успехов, удачи, как можно больше медалей, пожалуйста, в Башкортостан привозите. Вы топ. Спасибо. Спасибо.